Один чеченец избил одного мигранта из-за того, что он приставал к какой-то чеченке. Скорее всего, многие видели по Ютубу или в ТикТоке. Один брат, мусульманин, чеченец, избил другого мусульманина из Средней Азии из-за того, что он приставал к чеченке. Порой, когда ты о чем-то говоришь, не из-за того, что что-то произошло, а из-за последствий этого поступка. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga Krasnodar, Toshkent, Buxoro reysiviy avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Reyslarimiz haftaning seshanba va shanba kunlari amalga oshadi. Reyslar Rostov-na-Donu, Sochi, Anapa, Volgograd, Novorossiysk, Saratov shaharlari aro amalga oshadi. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi ishonchli raqamlarga aloqaga chiqing. +7 962 089 10 10. А последствия этого поступка такова, что многие русские, особенно женщины, пишут, что, мол, он хорошо поступил, и русские мужчины тоже должны так поступить, то есть избить мигрантов, они тоже пристают к русским женщинам. Поэтому нужно внести ясность. Мусульманин должен занять ту позицию, которую говорит Аллах Субхану ва Тааля и его посланник Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Так какова же позиция ислама? В действительности то, что брат защитил другую мусульманку, это исходит из позиции мусульман. Это то, что, естественно, ислам требует. Защита чести наших сестер, матерей, жен. И поэтому, когда Бану Кайнука, одна мусульманка присела к одному ювелиру и иудею, и он хотел открыть ее лицо, а она отказалась, и он привязал ее нижнее платье к ее спине, и когда она встала, и срам открылся, и они начали смеяться, и женщина-мусульманка закричала, и один мусульманин, услышав это, напал на этого иудея и его убил. Потом, естественно, иудеи его убили, и пророк, саллаллаху алейхи вассалам, поднял войско. То есть эти позиции указывают на то, что прежние мусульмане тоже вставали за честь других мусульман. Но когда мусульманин встает из-за того, что эта женщина является из его нации, то есть его не толкает уже исламские чувства, его не толкает иман, его не толкает вера в Аллаха Субхану ва Тааля, его толкает национализм. Тогда это не будет считаться той позицией, той защитой чести, которую ислам призывает. Потому что когда защищаешь мусульманку, ты не спрашиваешь или не смотришь, откуда она. Любая мусульманка для нас является сестрой, и мы обязаны защищать. Вот это позиция ислама. А теперь, когда другой мусульманин совершил харам, то есть он начал приставать, он начал какие-то слова говорить, или хотел познакомиться, или там что-то, который по шариату является недозволенным харамом. То есть, если он хочет иметь с ней отношения, он должен контактировать с ней по той связи, которую Аллах Субхану ва Тааля установил, то есть, который шариат установил с помощью женитьбы, жениться на ней, а не другими путями, которые сегодня распространяются из-за того, что над нами притворяются в системе куфра. Поэтому, когда смотришь на эти поступки, действительно этот поступок харам. Но тот брат, который его избил, то он должен тоже задуматься. Любой мусульманин сегодня должен задуматься. Почему же сегодня происходит такое с мусульманином? Почему этот брат-мусульманин себе позволяет такое делать, а та мусульманка позволяет себе открыть те места, которые она должна открыть только перед махрамами. Когда она открывает те места, появляется табаруч. Это то, что привлекает внимание мужчин, и мужчины, кто-то из них отваживается что-то говорить. И происходит вот это нечестие, которое в основе не должно было происходить. И поэтому, когда мы избиваем друг друга из-за того, что кто-то посмотрел на нашу, например, сестру, то есть, например, женщину из нашей нации или нашего народа, то мы должны задуматься, а почему же мы не выходим? У нас нет духа,
чтобы выйти говорить что-то против системы. Именно система Российской Федерации, которая открывает наших жен, который борется с исламом, который борется с идеями ислама, который именно воспитывает и мужчин, и женщин, у нас нет духа говорить что-то. Мы не можем говорить что-то против Путина, против власти России. Мы не можем говорить что-то про правительство, например, Чечни. Но при этом мы можем избить какого-то бедного мигранта, который приехал, чтобы заработать деньги. То есть это не касается именно этого случая или этого брата. Это касается всех нас. Потому что относительно друг друга мы очень духовистые. Но относительно той системы, которая притворяется над нами, которая открывает наших жен, наших сестер, которая раздевает их, которая портит наших мусульман, наших братьев, которые начинают именно на улице вот так приставать, мы именно это не видим, и мы не отваживаемся выйти против этой системы и менять все. Потому что сегодня этот брат избил этого другого мусульманина. Это завтра может повториться. Или же тот, который избил, его сын может так как-то приставать к другой мусульманке, когда время придет. Никто не застрахован. Почему? Потому что мы живем в такой системе, которая распространяет нечестие, которая распространяет разврат. И это влияет на каждого, может влиять на каждого. Поэтому нам нужно задуматься об этом, кто нас привел к этому. Почему мы не меняем то, что нас портит, а при этом мы избиваем или стараемся решить то последствие, которое вышло из того, что портит нас. Поэтому мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы поскорее привел нас, мусульман и исламскую умму, в ту жизнь, в то воспитание, которое принес посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям и воспитывал своих сахабов. И это возможно только путем возобновления исламского образа жизни. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ваш брат Мубин Абу Дауд.